Мы продолжаем следить за проектом «Покорители холода». Напомню, что в Верхоянск и Аймикон отправились российские блогеры за поиском самой холодной точки. Предлагаем вашему вниманию очередной видеодневник. Привет, друзья! Верхоянская экспедиция на месте. Сейчас мы отправляемся на нартах, на оленьих упряжках, устанавливать метеобудку и будем бороться с нашими аймиконскими друзьями за то, кто поймает самую низкую температуру 2020 года. Сегодня были первые мои 10 километров, которые мы очень быстро прошли на такой прекрасной упряжке. И многие спрашивают, каким образом проехать 10 километров по минус 50 и остаться живой и даже вполне себе теплой. Отвечаю, микс технологий древних и современных. Прежде всего кухлянка, 4-5 оленей, лучше самочек, и теплейшая одежда готова. И ты приезжаешь, и тебе даже жарко. До встречи! Сейчас проведу экскурсию по нашему базовому лагерю. Вот сани со снегоходом, палатка оленеводов, наше обеспечение, дрова. И вот там вот наша палаточка. Здесь у нас вода в формате льда, которую мы оттаиваем на печах. А это наш мобильный офис. Продакшн на выезде. Мы спим на раскладушках. На раскладушке лежат оленьи шкуры. Дальше идет спальник с оленями шкурами. Просто нереальный, какой-то гигантский, армейский. Вот, наш сенсей заставил нас разжигать костер. Вон костер. Уроки выживания начались в Якутии, все. Дальше еды больше не будет, вы же спрашиваете, как мы еду добываем. Вот так вот. Пришел, поставил капкан. Подожди, слишком. Блин! Это не просто костер, это костер, который добыл я в тайге. Без ножа, имея только спички. Ну, потратил я штук, наверное, 7. Но, видите, все. Выживу!